относительно этой формулы прижимаю середину к точке скулы для того, чтобы у меня был. Поэтому мы всегда стреляем по заду, потому что гусь, нырковые, черки или вальшнепы, там, это как бы класс сложных птиц, которые нужно попадать. Этот звук сейчас я вам покажу. Это очень важное правило. При нажатии подброс стволов, ребята. Привет, друзья! С вами Иванов Юлиан. Я сегодня вам расскажу про то, как удобно держать ружье, если вы правильно скидываетесь вот этой частью. Вот у нас приклад. Примерно они идут длиной 35-40 сантиметров. И очень важно, ребята, находить правильно середину. Середина приклада, это у нас находится приблизительно, я уже вижу, где-то здесь, в этой точке. Когда у вас костяшка скулы, не скула, а костяшка скулы, это то есть в плотном прижатом состоянии, находится не где-то здесь, когда вы носом касаетесь правой руки, или когда ваша костяшка скулы касается где-то сзади, в основании затыльника, то у нас происходит следующее. Фиксации, как я называю сегодня, тисков нету. Человек не может хорошо сжать не приклад, а ружье, когда оно стреляет. Из-за этого подбросы стволов и кончики стволов подпрыгивают. Вследствие у нас траектория движения дроби отклоняется, как обычно, поверху. Поэтому, ребята, всегда находите правильную золотую середину, скидываясь именно костяшкой скулой где-то посередине. Я сейчас вам это покажу. Это очень важное мерило, которое сегодня не хочу рекламировать себя, но с учетом того, что ко мне приходило очень много стрелков, спортсменов, охотников, я пришел к такому решению. Ребята, осколки падают. Мы находимся сейчас непосредственно на стенде. Все правила техники безопасности соблюдены. И я хотел сказать, меня научили вы, друзья, тому, что больше всего я начал много исследовать кейсов. И исходя из этого, я понял, что нужно касаться костяшкой скулы на середине. Тогда у вас будет четкая вкладка. Я не говорю про плечо, я не говорю про сжатие, я не говорю про крепкий хват левой руки или вес на левую ногу. Я умалчиваю, я говорю сейчас именно про один элемент, про то, что вы должны, когда, давайте я вам продемонстрирую, ружье разряжено. Вот, смотрите, ребята, я сейчас встал в стойку непосредственно. И заметьте, сейчас я буду вкладываться. Давайте поближе. Вот костяшка скулы, не скула, а костяшка скулы. Я прижимаю на середину. Видите, друзья? Я прижимаю на середину. Поэтому, хоп, конечно, у меня сейчас чужое ружье, поэтому приклад не под меня. Медленно поднимаю ружье. Видите, у меня очень большая половина торчит, не вкладывается. Но я относительно этой формулы прижимаю середину к точке скулы для того, чтобы у меня было полное прижатие, друзья. Чтобы я формулировал этот звук. Сейчас я вам покажу. Это очень важное правило. Друзья, если вы стреляете и до сих пор используете стандартный приклад, и у вас ничего не получается, и у меня для вас отличная новость. Мы уже несколько лет делаем индивидуальные приклады под каждого стрелка с учетом вашей анатомии, роста, длины. Все это подбирается по вашим меркам. И все это делается, ребята, по онлайн. Вам не надо встречаться со мной, брать открепления и приезжать сюда с ружьями. И как следствие попадание возрастает. Мы работаем сегодня под брендом Якут Снайпер. Если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Ссылка под описанием под этим видео. Я расскажу вам подробнее, и мы вам поможем подобрать оптимальный вариант. Называется тык, 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 тык. Это просто звук, которого, конечно, нет. Но смотрите, тык. Сейчас вы поймете. Тык, тык, тык,
тык. А как сейчас было бы, друзья, если бы на самом деле я подстроился под данный приклад? Посмотрите внимательно. Тык, 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 тык. Видите, в чем разница? Мы теряем доли секунды. Гусь у нас летит 90 метров, как некоторые теоретики или эксперты как-то выявили. Но я могу согласиться, что он 60 метров в секунду точно летит по ветру или как, например, когда он берет свою крейсерскую скорость. Это в секунду примерно, ребята, может пролететь около 20 метров. Поэтому мы всегда стреляем по заду, потому что гусь, нырковые, черки или вальшнепы, там, это как бы класс сложных птиц, которые нужно попадать. Но сейчас речь идет о гусей и о нырковых, где, ребята, скорость очень высокая. И человек просто, когда делает вот этот вот тык-тык, тык-тык, он теряет свое время. И сноп дроби у нас уходит по заду. Поэтому, друзья, для того, чтобы вам нужно было держать фиксатор или ограничитель, как я назвал его, костяшкой скулы, необходимо, ребята, сделать таким образом, чтобы у вас был один тык с учетом того, что вы настроили под себя правильный приклад. Смотрите, еще раз, ребята, внимательно. Тык, 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 тык и поводка. Тык и поводка. Обратите внимание, что у меня сейчас скула находится не где-то сзади, не где-то сзади, не где-то спереди, а находится посередине, для того, чтобы я сжимал. Вот, давайте снутри. Видите, вот на середине, не вот так вот. Вот видите, у меня сразу все сжимается, шея сжимается. И из-за этого, ребята, при нажатии сейчас у меня стволы подпрыгнут. Или когда я здесь, например, ложусь, я не зажал, да, тисками где-то в конце, тоже будет при нажатии подброс стволов, ребята. Поэтому обязательно, ребята, учитывайте данную формулу. Я надеюсь, вам было понятно. Информация была донесенная в простой форме, без терминологии, без никаких таких научных фраз, в моем стиле. До скорой встречи, всего хорошего!